партийном, день секретаря городского местного отделения КПРФ. Сегодня мы собрались с одним вопросом в повестке дня, один вопрос об итогах выборов депутатов Государственной Думы 8-го созыва. Вот. По этому вопросу выступит первый секретарь Якутского райкома КПРФ Виктор Николаевич Губарев в масштабах страны и республики. Вот. Ну и я вкратце остановлюсь на некоторых цифрах по городу Якутск. Вот. Это сегодняшнее наше с вами совещание, где мы подводим итог, скажем так, по партийному поговорим, значит, обменяемся мнением. Но у нас еще впереди пленум городского комитета партии, где мы будем подводить итоги еще более круто. И все наши партийные активисты, все наши секретари и многочисленные, значит, фронт сторонников, мы всех будем отмечать тогда. Вот сегодня у нас небольшой, значит, список из числа тех, кто у нас активно очень помогает уже на протяжении не одних выборов. Вот на мэрских помогли очень хорошо сейчас. И не только как наблюдатели, не только как, значит, активные сторонники, да, но и как агитаторы и распространители наших, значит, материалов. Из 35 секретарей партийных отделений у нас присутствует 15, в том числе с учетом Zoom. Некоторые товарищи у нас сегодня и по состоянию здоровья не могут присутствовать, но тем не менее подключились. Мы желаем крепкого здоровья, чтобы скорейшим образом вы принимали участие активно в очной форме в наших партийных совещаниях. Кроме того, у нас сегодня присутствует здесь наш один из больших сторонников, лидер движения за новый социализм Альберт Николаевич Васильев. Тоже ставлю отдельно, поскольку это движение сегодня действительно наше одно из самых главных союзников, в том числе по городу Якутску. Так, ну, товарищи, с вашего разрешения, вот сегодня подошли товарищи, сейчас мы вручим наши благодарности. Но прежде всего выборы состоялись не только в Государственную Думу, это были очень обширные выборы. Муниципальные органы власти. Прежде всего, нужно сказать, Государственную Думу, это высший законодательный орган нашей страны. Дополнительные выборы были народных депутатов Республики Саха-Якутия 6-го созыва по Колыменде-Кирскому избирательному округу номер 3-4 и студенческому одномандатному избирательному округу номер 3. Это у нас мы выставили по обоим избирательным округам. У нас участвовали наши кандидаты, наши коммунисты и достойно выступили. Игорь Бугаенко, соперничал с ним ректор университета, но Игорь был 25%. 25%. Это вообще-то очень хороший результат, это его поздравляю. Поэтому сегодня Компартию поддерживает, и народ доверяет нам. Это нужно нам и оправдывать это доверие. Избирались главы Булусов районов, 2. Это Булунский район и Жиганский район. Мы тоже там выступили. Вы, наверное, обратили внимание, друзья, что мы в этот раз практически участвовали во всех, значит, своими кандидатами конкретно, во всех выборах, и муниципальных в том числе. В Кирском районе 4 кандидата, 4 депутата стало, в Жиганском 3 депутата, в Нижнеколымском 3 депутата. Петр, значит, стал депутатом. Я не говорю, что одержал победу, одержал победу партия в целом, каждый из нас, каждая вся партийная организация. Они были на острие, и он в том числе как кандидатом, поэтому эта победа партийной нашей организации, наших сторонников. Значит, одержали победу одномандатно. Номер 11 региональной группы, всего было 36 региональных групп, можно было по закону не менее 30 и не более 40 сдавать.
Создали 36 избирательных групп, более 330 кандидатов было. В этой нашей 11 группе было 10 человек. Левченко возглавлял Сергей Георгиевич, это бывший губернатор и первый секретарь Иркутского областного комитета партии КПРФ. И я стоял второй в списке. Это говорит об авторитете партии, говорит о, значит, мужестве нашего населения, о честности нашего населения, мудрого такого решения, которое не напугать и не посулами никакими не купить. Что нужно? Ну, результаты в городе Якутске, если в целом 35%, город Якутск проголосовал 38%. Какие нужно сделать выводы, прежде всего? Выводы – это результат 30-летней работы нашей партийной организации. Всех коммунистов, которые с самого первого вот этой контрреволюции, то, что обрушилось на страну, наша партийная организация областная, если было в 90-м году 55 тысяч на учете коммунистов, то после вот этого, значит, переворота зарегистрировали, остались партии около 4 тысяч. Около 4 тысяч. Одна из партийных организаций осталась. Сколько у нас те, которые восстанавливали в партию, которые в районах особенно, сколько на них показывали пальцем, сколько бросали им и плевали, значит, в спину и так далее. Но благодаря ним многие не дрогнули. Геннадий Андреевич сразу обратился с письмом. Но это сразу было понятно, только одна партия, только коммунисты выстояли в первом таком накате, сохранили партию, и все эти 30 лет работали. Многие не дожили до этой победы, не дожили. Это им светлая им память. Но системная работа, работа в партийных организациях. Ни одна партия, которые возникали, исчезали, не, там, названия меняли и так далее, а суть свою не меняли. Абсолютно никакой идеи у них не было, только Компартия. И мы эти свои идеи, свои, значит, свою главную цель защиты нашего народа в течение этих 30 лет работали. Это первое. Нужно наращивать наши партийные ряды. Нужно продолжать нашу партийную работу. Ни одна партия не проводит собрания ежемесячно, не принимает решения. Сегодня очень много мы укрепили свои позиции в районных советах. И значит, депутаты по отдельным наследям тоже выиграли. Поэтому продолжаем эту партийную работу. Это первое. Второе, в целом, работа партийных партий, которые, несмотря на различные, значит, провокации, на различные, значит, дискредитацию, которым хотелось расколоть партию, им это не удалось. И программа, которую с самого начала говорили, социализм, народовластие, и вот уже эти выборы показали, что конкретно говорили люди: голосуем за коммунистов, голосуем за партию, голосуем за эту программу. Единственная, которая надежда, за партию. Поэтому это прежде всего. Дальше мы продолжаем нашу работу, продолжаем укреплять ряды, продолжаем работать над программой, с которой выступил Центральный комитет партии и в целом наша партия. Опереться на массовость, на народные движения, на другие движения, которые сегодня сопротивляются власти. Вот поэтому у меня есть конкретные предложения. Выборы-то впереди есть, поэтому уже надо создать координационный совет. И здесь вот те, кто работает вместе с нами, вот общественные движения, другие партии, если есть кто-то, да, от них, вот, и с ними тоже поработать и привлечь их к общему делу. Тогда только будет толк. Хочу дополнить выступление предыдущего оратора. Мы вот как сторонники движения за новый социализм вот, активно помогали, были в предвыборном штабе. И вот мы приняли решение, пока на данном этапе вот, 5 человек из нашего движения за новый социализм вступаем в КПРФ. Генерал Анатолий Егорович от имени ветеранов МВД Республики Саха-Якутия выступает, так? Был сторонником. Ну, вот. А сам-то деле мы, конечно, были членами КПРФ 1973 года. Мы уже, так сказать, пенсионеры.
Штыков у нас, например, 5000 по республике, по учету, кто пенсию получает. В республике, в городе 2500. Надо активно участвовать в качестве сторонников, в качестве членов партии, в качестве разных формах, поскольку, ну, конечно, людям надоело вот эта жизнь. За 20 лет смотрим, надеемся на Единую Россию, все это надоело. Мы уже живем сегодня, смотрим на наших детей и на наших внуков, чтобы как-то им легче жилось, а не так, как мы живем сегодня. Понимаете, в чем дело? И надо работать именно в этом направлении, вот правильно сказал Георгий Михайлович, общественными организациями. Потому что общественных организаций у нас очень много. Это ветеранские движения, советы ветеранов по линии торговли, по линии медиков, по линии автотранспорта. Вот профсоюзы сидят, общественные организации, куча, там 4-5 этажей. А Вильям Ачиров сидит в нейтральной зоне, потому что зарплату получает ДП-1, ДП-2. Поэтому, когда будет пленум, его надо обязательно привлечь. Там среди ветеранов заслуженных, перезаслуженных людей, заслуженные строители, медики, заслуженные, в общем-то, коневоды, заслуженные работники народного хозяйства. Да, даже в городе я в свое время выступал. В городе, значит, была конференция ветеранов Республики Саха-Якутия. Вот, пленум был, конференция, то есть. И там я говорил, там и ДП-1 принимал участие, Асия Сергеевич тогда мэр города сидел. И я прямо говорил, вот вы вспоминайте нас, ветеранов, от выбора до выбора. И все. Как выборы начинаются, где наши ветераны? Я говорю, прекращайте такие вещи. На носу, говорю, выборы. Если нормального подхода не будет, решения социальных вопросов, то ветераны, народ отвернется от вас. Я прямо там сказал, и Вильям Ачиревич был, все были. Они говорят, Генерова, остановите, пожалуйста, из трибуны уберите. Асия Сергеевич говорит, с трибуны убрать надо. Председатель Совета ветеранов МВД Республики. 5000 штыков у меня в республике, понимаете? Вот до того дошли люди. А потом, говорю, когда мы выбираем Единую Россию, мы не можем попасть ни в один кабинет. По социальным вопросам, для решения социальных вопросов наших. Да зачем, говорю, давайте выберем депутатами наших ветеранов. Это люди, заслуженные работники Республики Саха-Якутия. Понимаете, в чем дело? Или нет? Почему нет врачей? Одни генеральные директора, одни крутые ребята, богатейшие ребята Республики Саха-Якутия. Ну что издеваться-то? Нельзя так делать. Понимаете, в таком ракурсе. Поэтому на пленуме Вильяма Ачировича обязательно надо вытащить. И пусть послушает, пусть понюхает, пусть увидит, и тогда он поймет. А в самом-то деле он в душе за КПРФ, я знаю. Все друзья, все аксакалы, которые сидят, начиная Будимира Дмитриевича, все бывшие коммунисты, ярые коммунисты, ярые. Но предавшие. Но предали. Споткнулись на то, что предали. Мы от них взыскание получали, будучи молодыми коммунистами. Понимаете? Учили нас. А теперь отвернулись, говорят, ребята, надо по-другому идти. Как Айсен Сергеевич сказал, ну нельзя. Спасибо. Также нужно отметить наших общественных активистов, прежде всего. И везде это так было, во всех районах. Все подключаются. И так и будет. Но какой может быть победа там коммунистов? Нет, мы только смогли, значит, обеспечить всем необходимым программой и так далее. Но народ решил, прежде всего, общественный актив. Мы очень тесно работали. Ответственно. С вами же каждый день пошли. Сколько вас нервничали очень сильно. Хороший актив. Везде, где бы я ни бывал, прежде всего вокруг были общественные активы. Так и будет. И в анализе мы, конечно, этому уделим внимание очень больше. Совершенно правильно. Только так сохраним наше общественное единство, тогда это будет дальше успехи, подойдем к выборам. Совершенно правильно.